Здравствуйте, дорогие радиослушатели, это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что на средних волнах вы можете слышать нас на частоте 549 кГц каждый день в 8:35 и 13:10, если вы находитесь на Крымском полуострове, в 7:35 и 12:10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 29 05. Кроме того, напомню, что мы ведем прямую трансляцию наших эфиров в сети Facebook и на YouTube. Оставляйте там ваши комментарии, читайте сайт Крым Реалии, где вы найдете не только свежие новости и актуальные материалы о том, что происходит в Крыму, но и найдете контакты нашей редакции. Кроме того, подписывайтесь на наш канал в Telegram. Тема дня. Сейчас поговорим о деле Бекира Дегерменджи и Асана Чапуха, как продвигается это дело, как себя чувствуют политзаключенные, чем Украина может помочь тем крымчанам, которые подвергаются репрессиям со стороны российской ФСБ в аннексированном Крыму. Поговорим после сюжета от моих коллег. Крым в центре внимания. Фигурант дела Виджея Кашка Бекир Дегерменджи может умереть в СИЗО. Такое заявление сделал крымско-татарский активист Заир Смедляев. Состояние здоровья 57-летнего обвиняемого стремительно ухудшается. 14 декабря Дегерменджи попал в реанимацию. Он страдает от хронической астмы. Вскоре Дегерменджи вернули в СИЗО. Смедляев рассказывает, несмотря на все доводы врачей, Бекира продолжают обвинять в симуляции. На данный момент астма дает Бекиру осложнения на сердце. В реанимации он несколько дней провел в состоянии искусственного сна, который его погрузили, чтобы в организме не произошли необратимые процессы. Угроза его жизни постоянно есть и сегодня. Никто не знает, когда может начаться новый приступ удушья. Неизвестно, не возобновится ли у него снова отек легких, что может дать критические нагрузки на сердце. Под угрозой состояние здоровья другого фигуранта дела Виджея Кашка, 65-летнего Асана Чапуха. В СИЗО он пережил микроинсульт. После прохождения медицинского обследования 28 декабря врачи подтвердили, обвиняемый нуждается в срочной госпитализации. Его адвокат Айдар Азаматов сообщил, что будет требовать перевести подзащитного в городскую больницу. 23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе крымско-татарских активистов Бекира Дегерменджи, Кизима Аметова, Асана Чапуха и Руслана Трубача. ФСБ России обвиняет их в вымогательстве крупной суммы денег у гражданина Турции. Адвокаты и родственники арестантов заявляют, дело сфабриковано. При задержании стало плохо ветерану крымско-татарского национального движения 83-летней Виджея Кашка. Женщина умерла в карете скорой помощи, не доехав до больницы. 12 января подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя продлил арест 4 обвиняемым еще на 2 месяца. Крым в центре внимания. Это радио Крым Реалии. Напомню, что мы всегда ждем ваших звонков. Если вы слушаете нас на территории Крымского полуострова, звоните нам на номер 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 29 05. Комментируйте трансляцию нашего эфира в социальных сетях. С нами на связи Айдар Азаматов, крымский адвокат. Айдар, здравствуйте. Вчера вы сообщили нам, что Асану Чапуху провели магнитно-резонансную томографию, но завершить медицинский осмотр не удалось из-за отсутствия некоторых специалистов. Есть ли какое-то развитие этой ситуации на данный час? Алло, здравствуйте. На сегодняшний день ситуация с моим подзащитным такова, что первый раз его вывозили на медицинское обследование. Вот он там полдня пробыл в больнице Семашко, после чего его доставили обратно в СИЗО. Я после этого выяснял ситуацию, и мне пояснили, что ему назначено дополнительное обследование, и пока никакого заключения по нему нет. Буквально вот вчера, 17 января, его повторно вывозили в больницу Семашко, провели МРТ ему, однако другие медицинские
манипуляции с ним не были проведены по причине того, что там некоторые врачи отсутствовали. И его обратно привезли в СИЗО, насколько мне известно. По поводу результата медицинского свидетельствования, на сегодняшний день этого результата нет, потому что, я так понимаю, врачи еще не готовы точно сказать, может ли он содержаться в СИЗО или нет. Но в ответе, который я получил перед, кстати, судебным заседанием о продлении меры пресечения, указано было, что якобы мой подзащитный, ему рекомендовано амбулаторное лечение в условиях СИЗО. Но опять же, это ответ из СИЗО, официального ответа от врачей у меня пока нет, потому что на мои запросы ответ еще не предоставлен. В суде я общался со своим подзащитным, спрашивал о состоянии его здоровья. Он мне пояснил, что ногу не чувствует левую, и рука у него тоже там какая-то непонятная ситуация с рукой. Он ощущает, как будто идет процесс раздыхания. И даже при общении с судьей ему было трудно говорить и общаться, давать показания. Абикир Дигермиджи, он даже не мог вставать, когда суд к нему обращался. Такая вот пока ситуация. Асан Чапух пытается бороться с несправедливым к себе отношением. Если я не ошибаюсь, он объявлял голодовку. Дала ли она какие-то последствия? Как изменилось состояние его здоровья после этого? Вы знаете, да, действительно, он дважды пытался это делать. Он после еще 6-5 декабря, когда рассматривали нашу апелляционную жалобу в Верховном суде, он сразу заявил, что если его не отпустят под домашний арест, он не хотел, чтобы его просто отпускали. Он сказал, мне нужно, чтобы вы меня отпустили под домашний арест, иначе я объявляю голодовку. Естественно, никто его и не собирался отпускать. На следующий день он, я так понимаю, объявляет голодовку. Буквально 7 числа ему становится плохо. Возраст, опять же, и он ее прекращает, в результате чего у него высокое артериальное давление. И, как мне сказали, у него был гипертонический криз, но при встрече с ним в СИЗО он мне сказал, что у него был микроинсульт. После этого, после наших обращений, жалоб, мы там обращались уже, куда только не обращались, писали жалобы, он, прекращает голодовку, ему там назначает лечение не руководство СИЗО, а врач, профессор из Москвы, который является хорошим другом семьи, и более-менее по его рекомендациям и по тем препаратам, которые передают члены его семьи, начинает ему оказывать медицинскую помощь, после которой немного нормализует его состояние. То есть оно было стабильно, то есть ему не давали состояние здоровья, чтобы не ухудшалось, ему давали вот эти препараты. После этого 23-24 декабря он также объявляет голодовку, но после того, как он понимает, что опять у него ухудшается здоровье, он опять ее прекращает. То есть, если бы он был бы помоложе, он бы, наверное, до сегодняшнего момента объявлял бы голодовку и придерживался бы своей позиции. Но так как возраст не дает ему это сделать, 65 лет,
Он вот периодически пытается показать свое несогласие с этим беспределом, беззаконием в отношении него, но ввиду его состояния здоровья, это не получается. Спасибо, напоминаю, что... Да, спасибо, Айдер. Напоминаю, что с нами на связи был Айдер Азаматов, крымский адвокат Асана Чапуха. Мы продолжаем эфир. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Если вы слышите нас на территории Крымского полуострова, звоните нам на номер 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные, анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать трансляцию нашего эфира в социальных сетях, Facebook, на ресурсе YouTube. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Продолжим через несколько секунд. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ 8:35 и 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Это радио Крым Реалии. Продолжаем эфир. Я приветствую Эдема Семедляева, крымского адвоката. Эдем, здравствуйте. Итак, по вашему подзащитному Бекиру Дегерменджи, каково сейчас его состояние здоровья? Вы говорили о том, что есть даже, да, не исключено, что Бекир может и не выйти из СИЗО совсем. Да, доброе утро. Конечно, состояние Бекира Дегерменджи вызывает большие опасения. Насколько вы помните, он попадал в реанимационное отделение 7-й горбольницы, хотя до этого почти неделю мы трубили о том, что его состояние критическое, что он нуждается в срочной госпитализации, и что усилиями СИЗО невозможно его вывести из этого состояния. Однако нас никто не слушал, и в итоге человек попал вообще в крайнем положении. По его словам, врач ему сказал, еще бы минут 20, и мы бы тебя уже не спасли. Но, пролежав в реанимации, его опять перевели в СИЗО. Сейчас он находится опять в СИЗО в критическом состоянии. Хотя комиссия дала заключение о том, что он не может содержаться в условиях СИЗО. К сожалению, ни следователь, ни суд эту справку не приняли, и человек находится до сих пор в СИЗО. Министерство иностранных дел Украины в своей реакции, да, на то, что происходит с Бекиром Дегерменджи и Асаном Чапухом, назвало эту ситуацию тихим убийством. Как вы считаете, уместна ли такая оценка? Конечно, уместно, потому что, насколько известно, в этом деле уже у нас есть погибший человек. Это ветеран национального движения Веджия Кашка. Остальные фигуранты этого дела тоже все преклонного возраста, и состояние здоровья вы уже знаете, какое ихнее. Поэтому не исключено, что все может быть. Поэтому, чтобы не довести до этого, мы везде об этом кричим, что людей нельзя держать в таких условиях, так как в СИЗО не предоставляют практически никакую помощь, лекарств нету. Все лекарства, которые они принимают, это передают лекарства родственники. Поэтому надлежащего ухода и медицинского обслуживания там, конечно же, нету. Из судебной практики, которая мне известна, суд обычно принимает решение о содержании под стражей, да, в СИЗО человека, если он может как-то повлиять на ход дела, повлиять на свидетелей и так далее. А тем более, если есть проблемы со здоровьем, да, избирают меру пресечения. Но вот в данном случае так называемый суд почему не отпускает хотя бы под домашний арест ваших подзащитных? Есть ли у вас предположения? Главный довод следователя – это то, что у них есть второе гражданство Украины, а также есть загранпаспорт Украины, в который имеются мультивизы шенгенские. Якобы они из-за этого могут скрыться. Хотя все паспорта были изъяты следователем. Каким образом они могут скрыться, непонятно и неизвестно. Конечно же, в таком состоянии держать человека нельзя. И
сослался лишь на то, что мы предоставили копию справки. Хотя по закону нам оригинал таким образом не может попадать. Оригинал лечебное учреждение передает только следователю, и этот оригинал находится у следователя. У нас лишь находится заверенная СИЗО копия. Поэтому суд, сославшись на это, не изменил меру пресечения, хотя был обязан изменить на более мягкую, не содержание в СИЗО. Знакомились ли вы с материалами дела? Насколько, по вашему мнению, вообще состоятельно то, что собрало российское следствие против ваших подзащитных? Не выглядит ли ситуация таким образом, что легче действительно замучить людей в СИЗО, чем в суде потом это дело каким-то образом пытаться его сдержать, чтобы оно не развалилось? Со всеми материалами дела мы, конечно же, не знакомы, потому что еще идет следствие. Единственное, мы видели допрос так называемого потерпевшего о том, где он говорит, что ему угрожали, что ему с него вымогали деньги. Это основное доказательство, которое есть у следствия. Также, скорее всего, есть какие-то записи, на которых они общаются и о чем-то разговаривают. Но самое больше, чего хочет добиться следствие, это, конечно же, признательных показаний. Поэтому, я думаю, эти пытки проводят только для того, чтобы люди от отчаяния, от безвыходности согласились со всем тем обвинением, которые им предъявляют, и признались в этом преступлении. Поэтому их доводят до такого состояния, и их не отпускают из СИЗО. Если опираться на вашу адвокатскую практику, в нынешнем Крыму, можно ли сделать предположение, удастся ли добиться изменения меры пресечения для Бекира Дигирменджи и Асана Чапуха? Конечно же, в таких условиях это очень тяжело. Имея на руках такую железобетонную, можно сказать, справку, и то нам не удается это сделать. Но мы руки не отпускаем, и мы будем биться, будем стараться, чтобы все-таки справедливость восторжествовала и поменять людям меру пресечения. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Эдем Семедляев, крымский адвокат. Это радио Крым Реалии. Напомню, что мы ждем ваших звонков. Нам интересно мнение каждого нашего радиослушателя. Напомню, что звонить можно нам по номеру 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на территории Крымского полуострова, если вы на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Также вы можете комментировать трансляцию наших эфиров в социальных сетях. Пишите нам на почту. Адрес найдете на сайте Крым Реалии. Подписывайтесь на нас в других социальных сетях. Продолжим через несколько секунд. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. Радио Крым Реалии продолжает эфир. У нас новый эксперт Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Эскендер, здравствуйте. Итак, тему эфира мы сегодня сформулировали как «тихое убийство». Да, это вот по мотивам того, как Министерство иностранных дел Украины оценило то, что происходит с Асаном Чапухом и Бекиром Дигирменджи. Разделяете ли вы эту точку зрения? Насколько об этой истории уже осведомлено и мировое сообщество в том числе? Во всяком случае, действительно, это тихое убийство, я с этим полностью согласен. Ну и, кроме того, мы на международном уровне говорим, что здесь явно проводится дискриминация в отношении крымско-татарского народа, так как если проанализировать даже те репрессии, которые проводятся за последний год, то 16 новых политических заключенных в 2017 году, и из 16 15 это крымские татары. 4 проходят по так называемому делу Таблиги Джемат,
6 новых людей судят по Хизбут Тахрир и 4 по так называемому делу о вымогательстве. То есть это то новое дело, которое появилось уже в 2017 году, по которому как раз-таки и проходят 2 активиста Крымско-татарского национального движения Асан ага Чапух и Бекир ага Дагерменджи. Действительно, они находятся в тяжелом состоянии, и если Бекир ага Дагерменджи они хотя бы вывозили в реанимацию, при всем том, действительно, он мог и умереть в СИЗО, находясь в таком состоянии, то по отношению к Асану Чапуху, Чапух находится в достаточно тяжелом состоянии, тем более перенес, по нашим данным, инсульт. Далее мы видим один новый политический заключенный по делу диверсантов. Если в целом взять из 60 политических заключенных, из них 37 крымских татар. За 2017 год мы видим следующую картину. Оштрафовано 101 человек, из них 98 крымские татары. Проведено 54 обыска, из них 53 у крымских татар. 30 человек подверглись административным арестам, из них 26 крымские татары. И всего проведено более 200 допросов в 2017 году. То есть мы видим ту картину, что в 2017 году продолжаются репрессии, связанные с этнической составляющей, с религиозной составляющей. Ну и мы видим, как российские оккупанты уже пытаются использовать другие методы. Если первоначально они пытались продемонстрировать экстремизм и так называемое причастие к террористическим организациям, по их пониманию, то в 2017 году они уже спровоцировали такое новое уголовное дело, как вымогательство. Но как активисты национального движения, авторитетные люди, которые всегда помогали другим людям и способствовали, скажем, только тому, чтобы в Крыму было развитие, сегодня они оказались вымогателями и преступниками. Поэтому здесь однозначно я могу согласиться и с позицией МИД, и с другой стороны мы должны больше акцентировать внимание, что все-таки со стороны Российской Федерации проводится расовая дискриминация коренного народа Крыма. У нас буквально минута до завершения эфира осталось. Такой еще вопрос, насколько неудобным сейчас для российских силовиков является это дело, учитывая все вопросы, да, к той доказательной базе, о которой мы знаем. И насколько сильным может быть мотив просто как-то убрать или заставить признаться этих людей, фигурантов этого дела? Вот дело в том, что на самом деле там настолько все было подведено, и настолько они... Дело в том, что вот именно в этом деле есть заявление. Заявление того, в отношении которого якобы проводилось вымогательство. И это настолько было тонко, скажем, подведено сотрудниками ФСБ, что здесь как раз-таки действительно очень сложно, скажем, с одной стороны и нам бороться, потому что это лицо отказывается забрать данное заявление, которое он дал. С другой стороны, мы явно видим, что и есть явные доказательства, что эти люди не несли никакую угрозу, не угрожали данному человеку. Эти люди хотели у нас 15 секунд. Поговорить и помочь ветерану национального движения Виджия Аблак Кашка, которая, кстати, при задержании, я считаю, была убита сотрудниками ФСБ. Спасибо. Напоминаю, с нами на связи был Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут.